Принятие парламентом Абхазии 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, законодательном признании незаконного обогащения криминальным деянием, введении обязательного декларирования чиновниками доходов и расходов, а также подборе кадров на госслужбу на конкурсной основе – необходимая мера, считают представители инициативной группы. Они убеждены, декларация чиновниками своего имущества позволит в какой-то мере контролировать ситуацию. К примеру, с введением в действие закона, если источники дохода определенного чиновника вызывают сомнения, прокуратура и другие контролирующие органы могут начать проверку их происхождения. В случае принятия парламентом данного закона любой государственный служащий, собственность которого превосходит его задекларированные доходы и активы, отстраняется от работы и сам обязан в судебном порядке доказывать свою невиновность, непричастность к незаконному обогащению. Необъяснимые значительные активы должны стать такими же вещественными доказательствами криминальной деятельности, как и запрещенные к обороту наркотические вещества. Члены Общественной палаты поддерживают инициативу принятия 20-й статьи Конвенции ООН. По их мнению, борьба с коррупционной составляющей – одна из главных задач государства и всего общества. Никто не говорит о том, что это вот такая одна мера, которая решит все проблемы. Но это тоже очень важная мера, потому что без этого, ну как реально бороться с коррупцией? Что я хочу сказать? Но все это без неотвратимости наказания не будет иметь никакого смысла. Я считаю, что нужна общественная поддержка и этой инициативе, и инициативам депутатов, которые предлагают законопроекты по борьбе с коррупцией. И нужна такая же общественная поддержка по тому, чтобы мы добились неотвратимости наказания. Закона о противодействии коррупции, принятого депутатами парламента в 2015 году, недостаточно, считают представители инициативной группы. Они неоднократно обращались к парламентариям с просьбой поддержать их инициативу и принять 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Однако по этому поводу до сегодняшнего дня не принято никакого решения. По словам члена Общественной палаты Мананы Гургулия, необходимо заручиться поддержкой группы депутатов и уже в дальнейшем с их помощью выносить на заседание парламента законопроект. Депутат парламента Аслан Бжани отметил, что с данным законопроектом парламентарии ознакомлены. Работа в этом направлении ведется, и народные избранники не раз выносили на обсуждение данную статью закона. Я считаю, что их инициатива заслуживает всякого поощрения. На самом деле, эта проблема очень серьезная. Парламент у нас разный, как известно, это люди разные, с разными взглядами. И кое-что в этом направлении, в плане профилактики и противодействия коррупции, кое-какая работа в парламенте проводится. Имеется в виду законотворческая работа. Это проблема многоаспектная, но мы в парламенте должны создать хотя бы правовые условия для решения этой проблемы. Члены Общественной палаты единогласно выступили в поддержку создания законопроекта. Они высказали свое мнение по этому поводу и отметили, что в скором времени от имени Общественной палаты в парламент Абхазии будет отправлено письмо с просьбой принять 20-ю статью Конвенции ООН. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.